Прием, прием. Че вы думали, что я сдохла, да? Ну уж нет, от меня не так-то легко исправиться, между прочим. Я крепкий орешек, понятно? Ну да, у меня сейчас действительно голова похожа на орешек. Представляете, я кое-как проснулась. Ко мне миллион раз, наверное, подходили, теребили меня, спрашивали: Милюша, вы нормальная, вы в порядке? Боялись, наверное, что я копыта откинула. Нет, нормальная я. О, боже, у меня вся попа онемела. Вы просыпались, и Ингбринч, в бреду так просыпается и говорит: Урал, ты все снял? Да? Да, первое слово: Урал, ты все снял? О, боже. Врач Ларкляляр говорит: первое слово: все снял. Ужасно, да. Kanten с больницы доширам убрать если смогу тоже. Опять лучше отдыхай, но опять. Ну, была съемка была, думаю, Там вопросы задавал анестезиологу, там. Ну, как бы отвлекать не надо было, конечно, врачей, там замечание штренов, типа, ну, поменьше, типа, общаться не надо, типа. Сейчас я подкреплюсь и пойду гулять по палатам. Посмотрю, кто там лежит и кто куда, кто что подтянул. Или кто что закачал. Если они, конечно, разрешат их снимать. Я забыла. Мне же только что вот недавно заходил мой хирург Руслан Айдарович. Он сказал: не гримасничай. А я опять начала прямо автоматически на телефон снимать себя и гримасничать. Он сказал вообще лицо камнем держать. Даже когда я жую, надо очень медленно жевать. Блин. А рот-то не открывается. Вставали уже? Нет, еще. Можно уже вставать? В туалет ходили? Нет, я охота что-то пока. Неохота? Ну, как? А вставать я буду, я сейчас по Первый раз, палатам когда пойду. встаете, вызываете сестру, чтобы она посмотрела. Потому Да. что не встаете не резко, а присели, минутку посидели, чтобы кровь к ногам прилила. А сколько мне дней-то активничать мимикой нельзя? Да, разрешу. А, да? Ладно, все. Ага. Представляете, тут мне теперь нельзя, блин, гримасничать, обезьянничать. Как я буду, не знаю. А я уже забыла до этого. Помните, я начала снимать, уже начала активно ртом что-то там делать с бровями. Как контролировать теперь? Как контролировать, не знаю. Не знаю, кому как, но мне вот эти операции на лице, именно подтяжки, очень сильно нравятся. Потому Почему? что результат виден сразу на столе. Да? В конце операции, да, уже конкретные отличия в сравнении с тем, что было, и с тем, что стало. Прям очень красиво, очень показательно, так скажем. А у меня как, сразу видно было? Да? Естественно. Да? Естественно. Я еще свое лицо не видела, друзья, представляете? Это вас потом замотали так, Я вот такое чувствую, у меня кубышка какая-то здесь. кубышку собрали. Рок мне здесь сделали, вот это Волосы только вижу. помыли, все помыли. Да вы отработали, что, да, волосы помыли? Да. Подождем сейчас Руслан Айдарович, пока пройдет, посмотрит, перевяжет. И, наверное, сами и посмотрите свое лицо. Получается, когда на груди делают, тоже результат же сразу видно, да? В принципе, да. Я же еще на груди хочу там. А то от груди-то ничего не осталось, но вы вчера, наверное, видели мои груди? Я смотрел только на лицо. Ой, не смешите, у меня горло болит. Я сейчас посмотрела, у меня как этот монгол. О, боже. Это капец прикольно вообще. Я монгол точно. Потомок Чингисхана. Итак, дорогие друзья. Хопа! Видали? Ника Монгол. Скоро во всех кинотеатрах. Прикольно, да? Вообще прикольно. А у меня косовские глаза идут, да. Это еще начал. Они встанут на место, не волнуйтесь. Блин, а этот, Руслан Айдарович, вот этот правый рот, который меня скосил, он нормально будет или это? Не, все нормально. Просто одна сторона раньше делается, она больше отекает, другая позже, вот и все. Ага, ну вот этот, как там его, пропадет, который упал вниз, нормально будет, да? Да. А, спасибо. Я вот из-за этого прямо так переживала, а то вы же видели, что у меня рот один вот так туда упал, вот эта правая сторона. Голуби воркуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой.
ты чего ожидал? Что я сразу красивая выйду, что ли? Да, сразу модель. А я сейчас кто? Ну, пока ты безобинтованная модель. Ой, я так кофе хотела, Альберт. Прямо утром проснулась, сразу кофе хотела. Кофе 5 дней сказали не пить. Трудно, жевательную пищу нельзя есть. Я рот свой не могу контролировать. Я еще, друзья, не так сильно отекшая. Видите, у меня даже синяков почти нету. Врачи сказали, и медсестры, что похуже люди. У людей, говорит, головы вот так опухают, говорит, представляете? И все лицо в синяках, говорит, и глаза, говорит, прям аж не видно. Они, говорит, даже не видят, прикиньте. А у меня нормальное лицо, более-менее. Ни отеков и ни синяков. Столько женщин на операцию там легли, друзья мои. Молодые девчонки пришли на операцию, на подтяжку. Представляете? Они моложе меня на 10-15 лет. Какого черта? Я приезжаю домой, открываю холодильник. Давай-ка покажи, Альберт. Тут несколько видов, тут фиг его знает, ну как еще у них был какой-то. Ну ладно, кулятмек. Ну, Ну, короче, я- мы на харагат. Это здесь. Полная полка пива, Альберт алган. Это пиво не российское, оно все импортное. Даже в России не выпущено. Короче, меня оставил в Джованни Клиникала на операцию. И сразу же поехал я в ленту. Накупился 10 бутылок пива. И хотел делать дегустацию. Азалия, значит, едут. И Азалия, Альберт спрашивает. А когда маму, говорит, выписывают? Азалия такая, завтра утром. А Альберт такой, эй, блин, а я хотел сегодня дегустацию делать. Я Прикиньте. сказал, плакали мои пиво. Плакали, пиво тяган. Этот, значит, решил оставить меня на операцию. Сразу заехал за пивом и хотел нажраться. Не нажраться, такое слово, это плохое слово. А какое тогда? Я говорит? вообще хотел просто обзор снять, а вы нажраться. Угу. Когда в день меня положили на операцию, да? Ну, как объяснять, что я там помогу, что ли? Угу. Бро, переживал бы, сидел. Вдруг моя жена не проснется после наркоза. Я же позвонил. Голова болит, Тустар, прикиньте. Вообще. Вот так трогаешь, все болит. Охренеть. У нее еще этот волос побрили. Ну, не знаю где. Сказали, 95% волос оставили. 5% волос, значит, где-то меня побрили. Где побрили, не знаю. Когда быстро говорю, вот тут горло болит, представляете? У тебя лицо, знаешь, как блинчик такой сплошной. Ну, красиво же. Теперь зато ни одной морщинки. Вот я как себя натягивала, показывала, да, как я хочу, вот так они мне и натянули. Но он обратно придет сюда немножко. Врач сказал, что морщины еще останутся вот здесь. Морщины будут. А что ты хотела, что ты будешь на лет 15 выглядеть? А почему нет? На 15 лет я хочу моложе быть. Хочу быть девочкой. Ну, короче, морщины останутся, с косметологами работать. О боже, когда твоя мама хочет выглядеть как ты, твоего возраста. Вот ты сама постареешь, Азалия, точно так же захочешь выглядеть. Ни одна женщина в мире не хочет стареть. И все идут на жертву. Ты там бы видела, Азалия. Там в палатах лежат молодые девчонки 30-35, которые пришли натягивать свое лицо. А мне громко разговаривать нельзя, и много разговаривать нельзя. Все. Мне 3 дня разговаривать нельзя. Все. Внимание, внимание! Через пару секунд начнется дегустация от Альберта. 1, 2, 3. Погнали! Так, всем привет, друзья. Всем добрый вечер. Прошлый выпуск прошел, как мне сказали, очень хорошо. В этом выпуске очень много вопросов было. И много вопросов было снять пиво импортное. Очень-очень много импортного пива, все разных стран. Чешский пилснер, фиг знает, откуда это пиво. Браштауэр, Германия, да. Произведено у Сербии. Это вот самое дорогое вроде пиво было, Ириш. Это у нас Кастель. Так, это у нас Камел. По-русски нигде ничего нету. Почему вы не пишете по-русски? И вот это пиво у нас Фурешгет. Пиво Жигулевское. Это Белоруссия. Помните, бутылка Чебурашка. Начнем с чего? Да, вот это пиво. Чешское пиво. Чешский лагерь. 4 градуса. Кто пил раньше? Красный Восход. Светлый. Наверное, вот это пиво, это Красный Восход. Старый интересный вкус. Не, это больше напоминает не Красный Восход, а в Советском Союзе было пиво Жигулевское. После него привкус был такой. Да. Не, ничего такое пиво. Я бы взял его повторно. Мне надо сейчас перебить этот вкус просто, потому что у меня сейчас вкус остается, а другое пиво надо попробовать. Поэтому рыбы перебиваем вкус.
Второй пускай будет вот этот. Иристон. Экспорт. Да, это пиво. Маде White Hope. Срок хранения 28 дней. Офигеть. Он 16 мая выпущен. У него давно срок прошел. Вот у нас его продают. Осетинское пиво. Южной Осетии. Блин! Из Южной Осетии пиво. Пробуем. Запах сразу не нравится. Да. Ну, это темное пиво. Друзья, темное пиво на любителя. Кто-то любит, я не люблю, честно. Я вообще люблю нефильтрованное пиво. Потому что здесь всякие привкусы есть. Шоколада, туда-сюда, карамели. Не, второй раз я его не куплю, это однозначно. Пиво это белорусское, это точно знаю. Жигулевское, вот так написано. Очень слабый запах. Оно вкусное, абсолютно нейтральное пиво. Здесь вообще никакого вкуса нету. Пиво, чистое пиво. На натуральном хмелю, кстати, друзья. О, алкоголь 5,5. Наверное, не купил бы. Нет. Фурцкег. Весселбер. 4,9. Немецкое пиво. Слабенький такой вкус. Фу. А в третий раз нормально. Раньше был пиво такое, доктор Дизель. Он тоже на любителя был такой. Чуть-чуть на него похоже. Ну, можно, интересно, кстати, пиво. Интересно. Нотки такие проскальзывают. Не, нормально. Ценник на него был очень дешевый. Не скажу, сколько он стоит. И не скажу, где покупал. Потому что я рекламировать эти магазины не буду. Кастель. Тоже пилснер. Я, друзья, вот так переводчиком считаю. 4,6. Босния и Герцеговина, друзья. Первый раз я буду пить пиво Боснии и Герцеговины. На запах приятный. Нормальное такое пиво. Не, ништяк. Вот как я потом это буду пить или выливать, что ли, потому что они же все выдыхаются, уже все. Так, друзья, давай отдохнем. Многим, то Милеша, который снимал, зашло, многим не зашло. Ну, кому не зашло, конечно же, нашим пожилым людям. Все говорят, чтобы я стал на правильный путь. Ну, друзья, все живут как хотят. Я живу как хочу. Я никого не учу. И, пожалуйста, меня тоже не учите. Там в основном в Телеграме написали, что алкаш я. Но я любитель пива. Сразу вам говорю. Крепкое спиртное я не так сильно люблю. Иногда приходится, да, куда-нибудь в гости идешь, день рождения. Все говорят, что у меня живот из-за этого большой. Ну, большой так большой. Это мой живот. Еще Милеша, я тут ВКонтакте не выложил, наверное, ВКонтакте меня там вообще захейтит. Там, потому что публика такая не теплая, грубо как скажу. Следующее пиво. Камел 4,5. Прикиньте, в составе вода, я понял, светлый, солод, рис. На третьем месте рис. Хмель. Откуда он вообще? Вьетнам, друзья. Пиво Вьетнам. Я еще не пил вьетнамское пиво. Я пил пиво. Тайское пиво пил. Китайское пиво. Корейское я пиво пил. Индийское, которое мне пришлось пиво пить. Такое нормальное пиво. Так похоже на этот. Белорусское. Нет абсолютно никакого привкуса. Бывает же вот пиво. И вот это есть пиво. На любителя. Потому что такое пиво на любителя, друзья. Второй раз. Но можно взять. Можно взять. Хушко. Хишко. Это же этот, Сербия, да? Сербия. У нас же сейчас пиво, знаете, у нас в основном-то в стране какое? Было 0,5, 0,45. Сейчас 0,44, понимаете? Вот вроде ценник не растет, но все равно растет. Сегодня приходит, допустим, 90 рублей, завтра он будет 95, а думаете, о, не сильно выросло. Но объем-то еще уменьшается, вы понимаете? Хитрость производителей. Пахнет нормально вообще. Это как наш Жигуль, что ли? Это пшеничное пиво, скорее всего. Нормалек такой, нормалек. Ништяк, Сербия. Молодцы. А лучше вы поднимайте цены, но объем не уменьшайте. Вы же этим народ обманываете. Эльк Браун. Эльк Баум. Пилснер тоже 4,8. Интересно, да, вот у нас в основном в России 4,4, 4,5 или 5. А вот это 4,7, 4,8. Тут все по-немецки написано. Это с Германии, немецкое пиво. Ну, конечно, немецкого много будет, потому что это, наверное, одни из лучших мировых производителей пива. Но сразу говорю, я люблю самое вкусное, это бельгийское пиво. У нас Стелла Артуа тоже бельгийский же. Вот. Я, кстати, брал бельгийское пиво в магазине, но она не пробилась, потому что у нее срок годности закончился в магазине прям, знаете. Такое среднее пиво. Тоже никакого вкуса.
У меня такая мысль закрадывается, друзья, что у нас-то лучше, наверное, варят. С разными вкусами. Какого только у нас нету. Чешское у нас пиво, наверное, вкуснее, чем Чехия. У нас, ой-ой-ой, значит, да, Германия. Шауэнсбербрауфер. Лагерь. 5,4. Самый крепкий, который я купил, значит. Ну, слушай, вообще без запаха. Ну, крепкое вот. Больше 5 градусов пива мне вообще не нравится. Выдержанный, конечно, хорошо выдержанный. Но второй раз я вообще его не возьму. Это передача для от 18 и плюс, а не для детей. Друзья, скоро на моей передаче будут друзья-любители пива. Тоже, как и я, принесут интересное пиво. Еще мы будем снимать пиво разных. У нас же много наливайка у нас в Башкортостане, ну, в Татарстане. Вот, не буду говорить какое. И мы будем один раз, допустим, брать их пиво там. Допустим, у нас в Нуриманском районе делают пиво, да, очень много. Завод есть. Ихнее пиво посмотрим. У них очень много, кстати, нормального пива есть, но есть одно пиво вообще полное. Никогда бы не взял второй раз. Первый раз я его чуть выбросил, пару глотков сделал. Вот. В основном у них хорошее пиво, но есть и вот такое. Вот так, друзья, я пришел к такому выводу, что у нас тут лучше варят. Оставайтесь со мной. Альберт, короче, баню затопил, и один купается. Я не пошла в баню, потому что мне нельзя в баню. Полгода. Прикиньте, полгода. Как я буду без бани? Даже представить не могу это. Я привыкла, что каждую неделю в баню моюсь. Эй, ты голый? Ой, у меня голый. Голый, не сиди голый. Че, снял дегустацию? Снял. Сразу скажу, друзья, импортное пиво не покупайте. Фигня полная. Почему? Вообще невкусное, вообще невкусное. Наше татарское, башкирско-татарское пиво, пивоварение самое лучшее, кстати. Сен уақыт қазақтарды қылыш уақыттан. Ну, казах молодцы, ну, алмам казахның ой. Я взял Сербия, Босния, Герцеговина, Германия, Вьетнам, Чехия. Ты сколько набрал-то? И всякие хазар төрді пивалар себе так аурейхин бетинде. А кто меня завтра на перевязку повезет? Ты себе сам. Ты себя сама повезешь. Мне нельзя неделю хотя бы за рулем не ездить идти. Мне вообще тяжести поднимать нельзя. Отдыхать, спокойный режим. Тебе сказали, нельзя ездить? Да, неделю. Пошел на нитме. В баню нельзя полгода. Полгода будешь один мыться. Я полгода один раз затоплюсь. Кто Больше не буду топить. кто тебе спину будет мыть? И сегодня я не умыл, будет чешется, капец. Это его. Я Виталий, ты что? Они я мочалка, и кто-то тобі ургарагина. Не могу я. Спина у меня очень большая, широкая. Как моя душа. Ай, ой, Аллах. После дегустации пива как запела, как моя душа. Смотри. Че? Ликаные жигулевская. Ты дегустацию снял? Снял там, чуть телефон не сел. А че говоришь, полная фигня? Ну, мне это кажется. Ты марта матураки схасман. Ха! Ты вақытта мотора келіп сыққаны, потому что это и снимала я, во-первых. Во-вторых, монтировала я. Поэтому мотора келіп сыққан. Нет, потому что ты вообще не... А вон туда поставила. И что? Че потому что? А почему тебя А может, хадр лучше кем саханов? Я просто я шучу. Ой, бляха, муха деловая. Ой, колбаса деловая. Я вторую вообще бутылку пива пил, блин. Ага, бірді оқшамаға вторая бутылка пива искенге, блин. Ладно, пока я ложу. Ол доқсы! Екі бутылка пива істен, ты қарағыт! Они все открытые, не бір гана глоток шаган бей. Ай, все открытый, и бір глоток кына штаган. И вот так я страдаю, блин. Че ты страдаешь, Они нам? будыхаются, стоят, мне сахар помнят. Ой, страдалец ты. Брагина, прикинь. Ой, страдалец ты мой. Ой, Ну, офигеть, блин. Вот я за видео так страдаю, блин. Деловая колбаса. Страдать ты утра, вон, да, представляете? Юнсоп. Открытый пивалары, потому что выдыхаться это, видите ли. Ой, Аллах. Ладно, давай. Пока.